привет! В эфире еженедельная спортивная программа «Передача». С вами ее ведущая Кристина Колеева. И на повестке дня футбол, борьба, бокс и даже кроссфит. Поехали! Меня не было в эфире 2 недели, и за это время, кажется, спортивный мир Осетии перевернулся с ног на голову. Это увольнение с поста главного тренера футбольного клуба «Алания» Заура Тидеева и уход с поста главного тренера сборной республики по вольной борьбе Хетага Руслановича Газюмова. Начнем с футбола. После зимнего перерыва прошло 3 тура, и сразу в первой лиге произошли пертурбации. «Алания» решила уволить с поста главного тренера Заура Тидеева. Заур возглавил команду в июне 2022 года, подписав контракт на 3 года. Тидеев де-факто был главным тренером «Алании», но не мог ее возглавить официально из-за отсутствия нужной лицензии. Поэтому по бумагам командой рулил Михаил Белявский. Он, кстати, тоже уволился. Объяснения даже не ждите. «Алания» в своей привычной манере сухо сообщила о факте увольнения тренера. И то, когда все информационные ресурсы уже вовсю об этом трубили. Имя преемника уже объявлено, им стал Олег Василенко. Известный по работе с воронежским «Факелом», именно он в прошлом сезоне вывел команду в РПЛ. Но добиться успеха в элитном дивизионе не смог. После ряда поражений его уволили. Василенко 49 лет, и «Алания» станет 17-м клубом в его тренерской карьере. Многие считают, что руководство клуба поторопилось с вынесением приговора для Тидеева, а другие говорят, мол, давно бы так. По мне так, главное – результат и выполнение поставленной задачи – выход в РПЛ. Не столь важно, под чьим руководством, но большой футбол пора возвращать во Владикавказ. После назначения нового тренера команда успела сыграть матч, но пока без громких результатов. Игра с одним из лидеров турнирной таблицы, футбольным клубом «Рубин», прошла в субботу на Ахмат-арене. Состав красно-желтых на ваших экранах. Скажу коротко про матч. Команды были равны в игре. Были атаки с обеих сторон. Кстати, был очередной шикарный сейв Ростика, который я вам просто не могу не показать. Спаситель. В итоге закончили по нулям. Новый наставник прокомментировал матч. Результатом мы недовольны. Мы настраивались и хотели побеждать. Мы все расстроены, но сейчас мы сделали первый шаг. Пусть он не такой шаг, который бы нам хотелось, он оказался маленьким, но тем не менее это шаг. Мы будем двигаться дальше поступательно и совершенствовать то, что может делать очень хорошо «Алания». Дальше нас ждет игра с футбольным клубом «КамАЗ» на выезде. Удачи, барсы! Еще одна смена, но на сей раз добровольная. Спустя 8 лет пост главного тренера покинул Хетаг Русланович Газюмов. Честно, я расстроилась, узнав эту новость, но порадовало одно – Хетаг Русланович пошел на повышение. Теперь он возглавляет сборную не республики, а страны. Газюмов стал главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе, цвета которого он сам защищал на олимпийском ковре. Под руководством Газюмова остинская сборная покоряла российские, межконтинентальные и мировые пьедесталы. Становились призерами и победителями Олимпийских игр. Уверена, что самим спортсменам, руководству академии, да и мне будет очень не хватать настоящего профессионала своего дела. Остается пожелать огромной удачи и новых побед в ранге главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе. О имени преемника пока ничего не слышно, спортивная общественность может только гадать. 24 марта в городе Орел прошел чемпионат России по сумо. В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из более 20 субъектов Российской Федерации. В соревнованиях мужчин в весовой категории свыше 115 килограммов доминировали супертяжи из Северной Осетии. В финале должны были бороться 2 чемпиона мира – Руслан Багаев и Заурбек Караев. Но, к сожалению, Багаев в заключительном поединке из-за травмы не смог выйти на дахё. Заурбек Караев в этот день также завоевал серебро в абсолютной категории. Бронзовыми призерами стали Нукри Кабисов и Дмитрий Биченов. А 25 марта соревновались юниоры до 22 лет. В супертяжелом весе 115+, Нукри Кабисов стал победителем, а Цамаз Рамонов завоевал серебряную медаль.
26 марта на Дахьё вышли юниоры до 24 лет. Нукри Кабисов занял первое место в категории 115+. Вот такой внушительный набор медалей привезли в Осетию сумаисты. Бокс – один из любимых видов спорта в мире, в России, в Осетии. У нас достаточно талантливых боксеров. Один из них – Давид Зукаев, который стал первым чемпионом организации «Правда». Поговорим с Давидом о прошедшем и о будущем. Больше месяца прошло с твоего боя, если не ошибаюсь. Мы никак не могли пересечься, но все же это свершилось. Про бой мы еще поговорим. Я хотела спросить вот про что. Каким образом, как вообще Давид Зукаев попал в бокс? В бокс я попал в юном возрасте, лет 8, наверное, было. Отец привел, и с тех пор вот так понравилось, и продолжаю до сих пор. До этого не было, да, никаких видов спорта и не было никаких колебаний? Вот пришел 8 лет в бокс, понравилось, все, вообще никаких вопросов? Ну так, в детстве, может, так поиграться чисто там на какие-то виды спорта, там приходил, так попробовать, но особо так нет, постоянно как бы боксом. Как ты думаешь, чем тебя зацепил бокс? Нравится мне этот вид спорта еще с детства. Ну, красивый вид спорта, бои смотрел часто. Рой Джонса смотрел, Тайсона, конечно же, Мухаммеда. Ну, вот эти бои все смотрел как-то, и мне нравился бокс. У кого начинал заниматься боксом? У Владимира и Виталия Константиновича Сланова. То есть ты вот с 8 лет под их руководством, получается? Ну да. Не хочу никого обидеть, но костяк, да, боксеров республики – это Ариана, Виталий Константинович. Как ты думаешь, в чем его феномен как тренера? Почему у него много чемпионов? Ну, Виталий Константинович опытный тренер, знает свою работу, за всеми спортсменами следит, у него все просчитано, как бы у него на каждого спортсмена планы свои, бои расписаны, но он все продумывает это. И наверное, с начала его тренерской карьеры, по его рассказам тоже, у него много спортсменов с тех времен еще было очень сильных, именитых, в том числе Мурат Гаси. Не знаю, наверное, дар какой-то. Ты заговорил про Мурата. За последнее время, наверное, не было боя, чтобы ты не выходил вместе с ним, то есть вы одна команда. Многие говорят, что легче самому подраться, чем смотреть на то, как твой соклубник, товарищ дерется. Ты как на это смотришь вообще? Легче реально самому в ринг выйти или секундировать, там, смотреть, просто в углу сидеть? Ну, тяжело, конечно, переживаешь, хоть я уверен в нем, но это всегда тяжело. Как бы, да, реально легче выйти в ринг самому, побоксировать, чем вот так с угла смотреть, если еще какой-нибудь бой, там все раунды проходят, это все тяжело наблюдать. Для тебя то, что ты в тандеме часто с Муратом работаешь, что это дает? Ну, это опыт, в первую очередь опыт. Мы с ним дружим, общаемся. В зале он всегда рядом тоже, когда как получается, смотря какие планы у него, у меня, если совпадает все, то он всегда подсказывает, всегда рядом. И это только помогает мне. Спаррингуете? Нет. Нет? Почему? Помогаем друг другу, я ему могу помочь там чем-то, но спаррингов нет, потому что он другого уровня боксер, он и больше весом, а так он может показать что-то там, я могу помочь ему чем-то там, если надо там руки покидать, а так спаррингов нет. Сколько лет ты начал свою профессиональную карьеру? Я начал в 2020 году после молодежного чемпионата России, в 2019 году по любителям побоксировал, и после этого в 2020 году уже по профессионалам перешел. Как ты думаешь, любительская база важна для бойца, который уже в профах? Я думаю, да, важна, конечно, это школа. Но бывают такие боксеры, у кого нет вообще особо любительской школы. Именно любительских боев так много нету, но они в профессионалах показывают большие результаты. Я не знаю, но с самого начала, я думал, да, надо в олимпийском, в любительском боксе себя показать, как-то попробовать это. Дрался и по любителям, и по профам дерешься. Все же таки любительский турнир, это, мне кажется, что-то другое, естественно.
Сложнее ли в любителях, чем в профах? Потому что тут у тебя несколько боев может быть за вечер, а тут ты пару месяцев в месяц минимум готовишься к одному бою, если так посудить логически. Ну, разный подход к любительским боям, к профессиональным, разный. И во время боя тоже разное. Это там 3 раунда, допустим, там другой бокс в любительском. А профессионал это уже, можно сказать, не знаю, не грубо, чтобы звучало, наверное, посерьезнее что-то такое уже. Готовишься, да, на определенного соперника, большой лагерь проходишь, тяжелые тренировки. Ну и в любителях, конечно, тяжелые тренировки, но разный бокс, думаю. Кого из своих соперников в профах ты можешь выделить как человека, который, вау, вот он самый сложный пока что был за мою профессиональную карьеру? Не знаю, я бы, наверное, не выделял, но были у меня хорошие бои, опыт, в первую очередь, это все опыт. Ну, выделять, наверное, никого не выделю. Все бои по-своему сложные, каждому свой подход. И так никто не удивил особо. Ну и про крайний бой, который у тебя был. Расскажи, как готовился к нему, за сколько вообще узнал про него? Ну, где-то за месяц узнал, как бы это мало времени для подготовки, но за месяц узнал, поехал в Кисловодск на Олимпийскую базу. Мурат тоже готовился к бою, вместе поехали. Около 2 недель там побыли, поехал в Москву и уже в Москве завершал подготовку, уже подходил к бою. А вообще вес ты как готовишь? Приходится что-то скидывать или вот ты в своем весе? Бывало то, что я гонял вес, да, но сейчас последние бои я особо не гоняю вес, я где-то недовеском бываю. Крайний бой я свой провел, как бы весовая категория 90, это первый тяжелый вес. Был недовеском 85, как рабочий вес, так и встал на весы, я особо не гоняю вообще. Как ты думаешь, сугубо вот на твой спортивный взгляд, да? Когда ребята скидывают по 10, по 15 килограммов, это есть хорошо или все-таки нет? Ну, я думаю, в любом случае нехорошо, это большая нагрузка на организм, это очень тяжело. Как бы я на себе такого не испытывал прям, но как я вижу, вот ребята гоняют, там, друзья и вот другие даже спортсмены, когда вот вижу, я думаю, это очень тяжело, это вредно, наверное, но приходится это, спорт это тяжело и приходится на такие жертвы тоже. Какой геймплан был на бой вообще? Как готовились? На всю дистанцию готовились или хотелось удосрочить? Хотелось, конечно, удосрочить. Чем раньше закончить, тем лучше, как бы. Но я, как и прошел бой, все 6 раундов, я, наверное, не сказал бы, что я готов был прям к ним так, но мог и лучше быть готов. Но я не заглядывал вперед, не думал вот выиграть нокаутом или вот надо, ну, как пойдет бой, как получится, как бы. Тренер дает установки, я выполняю, а там уже как получится. То есть изначально вы не ставите, вот нужно там досрочить? Ну, именно или нокаут, нужно не всю нокаут, такого нету. Именно вот надо нокаут, это же бой там, как пойдет. А так, установки были, да, от Виталия Константиновича, я выполнял. Что скажешь вообще про бой? Доволен ли собой? И уже по истечении времени, да, больше месяца прошло, что можешь сказать вообще? Ну, ты уже осмыслил все, там, на трезвую голову, скажем так, посмотрел все? Не знаю, не могу, наверное, себя оценивать, свои бои. Я вот один раз там чуть отрезок посмотрел, так особо. Мог лучше, думаю, но я доволен. В первую очередь это победа, самое главное. Не знаю, будем работать над ошибками и думаю, в следующий раз лучше будет. Что дальше? Пояс есть. Большинство боксеров стремятся к поясам. Дальше я сейчас тренируюсь уже, так, двойные тренировки начал делать. Дальше от Виталия Константиновича, от моего тренера, зависит все. Как бы я тренируюсь, я всегда в зале, а так планы все от него, как он скажет, как спланирует это все. Следующий бой я готов. Вообще, что скажешь про организацию, про... Очень хорошая, серьезная организация, на высшем уровне все.
Мне понравилось, я первый раз боксировал там, в этой организации. Я думаю, что уровень хороший. А как получилось так, что первый бой в организации и сразу пояс? Просто есть ребята, которые к этому Идут и никак не дойдут. Не знаю, для меня тоже неожиданно как-то было это, приятно очень, то, что такую возможность дали. Первый раз как-то хотел попробовать, вправду, предложили, не получилось. А вот второй раз, который я провел бой, уже предложили, и позже, только когда я уже готовился, я узнал то, что будет бой за пояс. Это меня еще сильнее мотивировало, такая возможность. Спасибо им большое за такую возможность. Делал все, чтобы победить и забрать этот пояс. А то, что бой был именно титульный, это накладывало какую-то ответственность на тебя, моральную именно? Я думаю, нет особо так. Просто во время тренировок, наверное, чуть другой подход. А перед боем, именно перед выходом я не думал, тот пояс будет, не будет. Я вышел просто сделать свою работу, победить, конечно же. А вообще есть какой-то ритуал, не знаю, как ты настраиваешься морально перед боем? Особого ритуала никакого нету. Размялся и пошел. И пошел. Да. Про ограничения. Как ты думаешь, ограничения, которые сейчас есть для нашей страны, они как-то сказываются на твоей карьере? Наверное, не только на моей карьере. Я думаю, что многих российских спортсменов сейчас тяжелые времена. То, что спортсмены не виноваты ни при чем. Тяжелый труд, такие тренировки и не дают возможность дальше идти. И в моей карьере тоже, наверное, да, есть какие-то планы, которые из-за того, что вот такая ситуация, не можем воплотить их. Планов, ты сказал, пока особо конкретных нету. А если предложат еще раз подраться, правда, ты согласишься? Или ты за любой бой, лишь бы был бой? Да, если чтобы простоев не было, конечно, но я-то согласен, но там обговариваются какие-то нюансы, есть свои там. Если хороший бой будет, то можно. Спасибо тебе огромное, Давид. Надеюсь, все твои планы, цели, мечты воплотятся в жизнь, и все-таки ты добьешься всех своих поставленных целей. Спасибо вам большое. Недавно в стенах одного из спортивных залов Владикавказа состоялся турнир по кроссфиту. Для нашего города такое мероприятие – нечто новое. Мы побывали на турнире и не с радостью поделимся с вами. Такое направление, как кроссфит, для кого-то новомодное течение, но мало кто знает, что первая кроссфит-компания была создана американской супружеской парой аж в 2000 году. Во Владикавказ это направление пришло значительно позже, но публика его сразу полюбила. Кроссфит – это набор специальных упражнений на все группы мышц, которые выполняются по кругу. Тут элементы из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, бега, гимнастики и не только. В Осетии достаточно залов. В одном из них в начале марта прошел масштабный турнир. Первый зал мы открыли в подвале. Это должен был быть склад, но по итогу там открылся зал. Он был очень семейный, уютный и домашний. И из маленького зала размером 150 квадратов мы перебрались вот сюда. И вот с этого началась история. И сегодня мы имеем то, что имеем. Это наши первые соревнования такого масштаба. Мы планируем сделать их ежегодными и с каждым годом становиться все лучше и лучше. Около 40 любителей подтягать железо собрал турнир во Владикавказе. Представители Москвы, Симферополя, Ставрополя, Таганрога и не только. Были спортсмены и спортсменки и из Осетии. Дебютант турнира Стелла Джамоева. Девочка занималась профессионально фехтованием. После завершения карьеры по стечению обстоятельств попала в этот зал. Я решила заниматься просто кардиотренировкой и попала на кроссфит. И с тех пор и осталась. Это безумно большой опыт. Я очень-очень рада, что я участвовала в нем. Мне очень понравилось. Соперники были достойные. У Стеллы был минимум шансов зайти на пьедестал почета, ведь соперницы были физически крепче и в разы опытнее. К примеру, победительницей турнира стала Мария Бадаева, приехавшая из Таганрога.
7 лет в кроссфите, 5 из которых в соревновательном. В год как минимум 5, а то и 8 крупных турниров, так что ей есть с чем сравнить. Турнир обалденный. На самом деле я сначала обалдела, когда зашла сюда. Площадка соревновательная, очень крутая на самом деле. Турнир тоже все по таймингу, все чувствуется, что здесь вложена душа организаторов, душа тренеров, ребят, которые судили, да, у них еще нету профессионализма в судействе, есть небольшие косячки, но это все приходит с опытом, и впечатление вот просто вау. Ну, впечатления вот просто переполняют, и даже переполняют не победой, это понятно, это само собой, а именно тем, что я увидела, ну, настоящее кроссфит-комьюнити здесь. Организаторы, директор, спонсоры, тренеры, вот все воедино ребята старались. Соперницам большое спасибо, это всегда здорово, когда есть вот именно здоровое соперничество. В общем-то, я желаю этому турниру процветать, стать ежегодным, чтобы сюда приезжали и топовые атлеты. У этого зала есть все возможности для этого. Основную часть участников турнира, конечно, составили мужчины. Просто огромные титаны с идеально сложенными телами. Каждая мышца будто прорисована. Кстати, среди участников были и бывшие вольники. Попробовал, со штангой работал. Сначала с тяжелой атлетики начал. Понравилось и потихонечку переходил уже в кроссфит. Пробовал, старался. Ну, вроде что-то получается потихонечку. Я хочу переехать в Осетию. Очень все круто, душевно, ребята. Просто огромное спасибо организаторам. Это какой-то высший уровень. Очень замечательно все. Хочу переехать в Осетию. Именно с такими мыслями прощались с Владикавказом участники. И дело не только в красивом виде на горы, менталитете и людях. Кроссфит-комьюнити города не оставит равнодушным ни одного любителя спорта. Огромная, слаженная, дружная команда, которая работает как единый механизм. Да, возможно, мировые пьедесталы они пока не покоряли, но для этого нужно всего лишь время и опыт. О победах остинских титанов мы еще услышим. Наш еженедельный спортивный эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Пока-пока.